Глава Комитета свободы вероисповедания США осудил исламские страны из-за бездействия и молчания перед китайским режимом, заключившим в лагеря миллионы мусульман Восточного Туркестана. Сэм Браунбек подчеркнул, что разочарован в исламских странах, для которых выгода стоит выше человеческих ценностей. Китайские власти разрушили будущее миллионов детей, заключив их родителей в лагеря перевоспитания. Несмотря на то, что часть детей, оставшихся без опеки, содержится в приютах, большое количество из них вынуждены выживать в одиночку. По сообщениям радио «Свободная Азия», несколько месяцев назад маленькая девочка утонула в реке поселка Набак провинции Хотан. Предполагается, что родители девочки находятся в лагерях. Делегация общественных организаций уйгуров посетила главу турецкого парламента Мустафу Шентопа. Активисты осветили вопрос Восточного Туркестана и ожидания уйгуров, проживающих на территории Турции. Министр иностранных дел США сообщил, что правительство Америки считает Иран виновным за взрыв японского танкера в Оманском заливе. По имеющимся разведданным, использованном вооружении и профессионализме организаторов взрыва, очевидно, что провокацию устроил Иран. Потому что кроме Ирана в регионе нет ни одной страны либо организации, которая владела бы таким оружием и навыками, заявил Майк Помпео. После взрыва на борту японского танкера цены на нефть выросли на 4%. В случае дислокации американских сил и беспилотников на территории Польши, соседи России могут стать мишенью для ответных мер, заявил помощник главы Комитета международных отношений Российской Государственной Думы Владимир Джабаров. Джабаров подчеркнул, что любые провокации со стороны соседей будут немедленно пресечены. Китайские СМИ сообщают, что в случае полного провала программы F-35 Турция думает над покупкой российских Су-57 и китайских J-31. Китайский специалист Шу Гуангю считает, что потенциальным покупателям, как Турция, необходимо большое количество истребителей. В ответ на шантаж Соединенных Штатов Америки, страны, владеющие истребителями, равными F-35, предлагают Турции свои самолеты.